Он засекречен. Володя Прокопьева, это он начал. Данные, материалы, кто где, когда и так далее, я тоже был участником этих событий. Вот он. Ты проходи, присаживайся. Не умели писать афганистан-слов. А тогда нельзя было. Вот. Это его старший брат. В 91-м. У него вроде бы сейчас дочка учится, да? Нет, по-моему. Ну, просто родственница. Ты не против? Не. Ты будешь сам? Да? Мы с Володей служили вместе, и Садыка своих лет. последний день его жизни, 30 апреля, мы были в одном бою. Нет. Тогда мы попали в засаду. Он служил в 3-й роте, я был в гранатометном взводе, взвод АГС. Но рядом мы шли. Они замыкали. В конце боя, ну, если все это детально рассказывать, так ихний командир, тогда лейтенант, сейчас вот полковник, вот 30-го мы встречались, Балабанова, они, несколько офицеров, ну, извините меня, действительно малоразумные, и спрыгнули, оставили своих бойцов, а Володя начал как замкомвзвод командовал, как могли, отстреливались, защищались. В конце боя, уже к концу боя, уже начало, когда темнеть, духи начали спускаться с гор и добивать, и хотели забрать наше оружие. Нам выдали все новые автоматы, пулеметы, все новое у нас было. Я думаю, это все предательство. Ну, Володя молодец. Вот они как шли замыкающие, там чуть дальше от него лежали двое, ну стонали, кричали ребята, раненые. А духи им в лоб. А когда к Володе подошли, он себя подорвал. И трое насмерть упали, там эти духи. Вот если бы он тогда не взорвал, кто его знает, эти духи пришли бы всех оставшихся в живых. Героически себя подорвал, и почти оставшаяся часть батальона он спас. Тогда я дал себе слово, если останусь и приеду домой, я обязательно приду на могилу нашим братьям и поклонюсь. Поклон тебе, брат. Так, тут надо. Давай померим. Если бы он не прикрыл, он бы, те бы ребята не выжили. И он сам получил пулевые ранения много. И те, кто был в таких ситуациях, знают, снайпера работали на отмашку, били по ногам. И в основном все ребята Но там... здесь же все мужики Да, вот поэтому, говорю, били по ногам. прицеливались прямо вот Пах. достоинство. Пах прицеливались. Вот сюда первая пуля. Ну, чуть-чуть вот так. Ну куда? Не встанешь, там, не убежишь. Второй и опять ближе. И третий между ног. Пух. А рядом лежал один парень, Юсупов Максим.
Я говорю, очередь до меня дошло, прощай, брат. Вот видите, как живой. Отец пятерых детей и 16 внуков. Я вот, Молодец, Нур-Султан. выдержал, молодец. я вот у храбрости вот, чувашских ребят, вот, героизму я вот преклоняюсь. Потому что в том бою сколько парней из Чувашии. Вот. Олег Прокопьев. Олег Прокопьев. Спасибо вам, Выдержал, молодец. что вы приехали, уважили это от души. Гордимся, гордимся. Гордимся вами. Нашли время. Это, Много как сказать, это вообще. Как говорят, пацан сказал, пацан сделал. Саша Карпов, учите можно говорить. Спасибо. Конечно, конечно. Как это перед мужчинами? Замполит второй роты, командир Олега Прокопьева. Некому было ехать. Осталось два брата, и те умерли. На плечи в дом садиться. А до этого мы поставили, встретились уже ветераны Королевского батальона. Поставили могилу, на могиле комбата мемориал. И я с руководством познакомился там. Они мне звонят: Саша, у тебя проблемы? Я говорю, да. Езжай к нам, дадим квартиру, работу. И так я переехал в Балабаново, где мы собираемся каждый год, ветераны батальона. На усиление, когда батальон готовили в Афган на вход, нас целиком вводили из Советского Союза. Вот. 3 друга, 3 дембеля. Я еще говорю Прокопьеву, Михайлов был, Гаврилов в другой роте, а этот Прокопьев был у меня, сержант. Мы его Прокопычем звали. Я говорю, Прокопыч, ты же дембель, тебе осталось месяц-два, и поедешь домой. Нет, я со всеми. Вот меня послали в Афган, я все. Я говорю, чудик прям какой-то еще. Думаю, ну ладно. Ну, бойца в то время было не остановить. Вы же по себе, наверное, знаете. Решил, как ты сказал, пацан сделал, да. А тем более чуваш еще. Я говорю, вот 3 чуваша, 3 друга, 3 сержанта, 3 разведчика, 3 дембеля. Вот. И вот пришли, только с помощью других. Привезли их. Но я вам скажу честно, это гордость ваша в Чувашии, гордость Советского Союза и наша гордость нашего времени. Мы все парни 60-х годов, я там был лейтенантом, всего-то на 2-3 года старше был своих ребятишек. Вот. Далеко не уйдешь в то время, да? Были все на одну мазь, на одну линию, но, видите, жизнь распределилась вот так вот. А меня ранили до этого, буквально в предыдущем бою, прострелила мне грудь, еще комбат живой был, и говорит, лейтенант, все, больше сюда не возвращайся, здесь делать нечего. Мы тебе корзину представили, льготы есть, все, давай, зализывай раны и оставайся в Союзе. А потом уже в госпитале узнаю, что батальон разбили, твою налево. Я дал слово в госпитале, что я вернусь в Афган. С госпиталя выписываюсь, мне дают предписание. Псков, военный комиссариат Пскова. Думаю, что я поеду туда? Я такими лазейками обратно вернулся в Кабул. Ну, меня, естественно, в часть не пустили. Там уже был вместо меня другой лейтенант. Меня сразу вызвал начальник политотдела армии 40-й, был Ремес тогда. Полтора часа беседовал со мной, все пытался уговорить. Я говорю, товарищ генерал, верните меня в роту. Ну, в роту уже, конечно, вернуть не вернули, потому что там уже был офицер. А закончил службу в Кандагаре, 70-я бригада. С огня до в полымя. Но ничего, там тоже ребята нормальные. Вот, да, и улыбаются. 30-го день рождения, кстати. Элеватор, День зеленка. рождения. И у Нурика тоже 30-го числа. Второй день рождения. Вот. Поэтому, когда уже в Россию приехал, сказал себе, что вот надо к парням заехать. В прошлом году планировал, но не склеивалось. Послал разведчика Марата своего, Садыкова, татарина. Это был у нас пулеметчик первого отделения, первого взвода, первой роты, первого батальона. Он так любил все говорить. Я ему пулеметчик 4 раза один, да. Он был в прошлом году. Марат Садыков. Сегодня не сможет приехать, сейчас позвонил. Не успею, говорит, сейчас. Ну ничего, мы его затянем в следующий раз. На следующий год будет 40-я, 40 лет. А 40, дата такая, что ее... Пару слов я могу сказать сейчас, да? Да, конечно, да. Ага, то время идет у нас. Все, да, значит, я просто закончу. Ребят,
Спасибо, что вы живы, спасибо, что помним. Спасибо. Это наша обязанность, вам, душа. что вы Память приехали. здесь сознания. И пару слов только скажу. Вот у нас в Ешкар-Оле есть Виктор Липатников, он не смог приехать, тоже тяжелое состояние у него. Уже глаз не видит один, и с ногами тоже большие проблемы. Подтверждение геройства нашего Володя Михайлова, он подтверждает это в том плане, что они вместе ходили на операции, всегда были рядом, они были близкими друзьями также. И перед боем они в грудной карман заложили гранату Эвку и колечко зашили, чтобы удобно было вытащить и сразу взорвать. И вот Нурсултан сегодня уже рассказал, как он перед тем, как душманы к нему подошли, он присел и ждал. И уже через мгновение взорвалась граната. Я думаю, граната, почему я это так говорю, потому что я с замполитом батальона разговаривал, он говорит, мы носили с собой, там 3 солдата ушли без ноги. А Володя был высотой около 1,95 м и 92 где-то вот так вот. А вернулся он в гробу 1,60 м. Здесь вот трагедия в этом. И Липатников говорит, мы с собой брали всегда гранату, и на момент, когда духи подошли к нам, мы бы взорвали. И он тоже израненный уже осколками и пулевыми ранениями, он держал гранату, вытащил эту гранату также. Но повезло ему, что духи к нему не подошли. И он гранату держал это до последнего. Поэтому этот вот факт подтверждается здесь. Я уже сказал, что умалчивалось это геройство, и там бой это умалчивался все эти годы. Почему? Потому что все это засекречено было. Вот мы сегодня хотим этот вопрос поднять, и свидетели у нас есть, косвенные свидетели Липатников тоже рассказывают, что у него граната в груди была. А когда все это осмотрели, прокуратура, фотографировали, Алексей Чуркин. С Нижнего Новгорода. Да, в Нижнем Новгороде. Он тоже обещал приехать, не получилось у него, наверное. Он по приказу Петра Сумана фотографировал все позиции, где кто лежал, сколько патронов было истрачено, кто отстреливался, кто просто гранатой взрывал себя или, может быть, еще такие. Все эти документы, все эти пленки были утоплены, якобы в кавычки беру. И потом, когда они выходили уже погибшими ребятами, было пристрелено, то есть освещен фотоаппарат. И очень странно, все эти кадры, которые были утеряны, он говорит, в интернете, вот то, что вы видите, где там тела лежат ребята, это его фотографии, они были утеряны. Теперь потихонечку они в интернете появляются. Поэтому этот вопрос мы сейчас хотим поднять на уровне нашей республики, конечно. Это должны делать на уровне нашего главы республики, этот вопрос поднять. И через военкомат вопросы о предоставлении, может быть, пока еще фантазировать не буду, он действительно герой. Мы знаем, в афганской войне было у нас много случаев. Чуркин вроде бы там у нас, я не помню сейчас фамилия, ребята, которые взрывали себя, их в то же время сразу присваивали Герои Советского Союза. Лишь одного человека там присвоили орден Ленина. Но это то же самое, что по тем временам было Герой Советского Союза. Поэтому действительно, то, что Володя был героем, и он был бесшабашным, и он был сорвиголова, ничего не стеснялся, ничего не боялся, и никогда не думал о том, что будет завтра и вчера. Это говорят о том, вот даже вот маленький пример, когда они пошли первый раз прыгать на парашюте в самолете в Чебоксары. Все растерялись, стоят, остолбенели, говорит. А что вы испугались-то? Взял, говорит, и прыгнул. Вот и здесь он взял и взорвал себя. И вот благодаря этому, может быть, он спас многим ребятам жизнь. Но здесь нету, извини, я Анатолий, что перебил, здесь нет Андрея Смирнова. Он тоже десантуру, Афган прошел, Андреян. Он бы, конечно, больше рассказал. Они на одной улице выросли, как говорится. Они за спортшколой же прям выросли. Спортсмены, лыжники были. И вот, возвращаясь ко всему, Султан, Саша, Анатолий, Олег. Вот, ну как говорят, пацан сделал, пацан сказал, пацан сделал. Возвращаясь к этому, мы будем так. Сейчас мы хотим со своими ребятами подвязать. У нас есть много, как бы, ну, каких спонсоров. Постараемся с ними договориться. И хотим сделать, как бы, у нас есть парни, у которых уже никого не осталось. Ни родных, никого. И вот хотим по новой, ну, сделать им памятники, ограды, но чтобы они были идентичные. Поэтому мы бегом-бегом ничего не делали, чтобы, ну, как бы,
простите, не понтоваться, что ли, Да, перед не вами, надо да. это делать, да. Просто мы, да, немножко подшаманили, но вот мы этот вопрос решаем. Вот многие ребята в курсе, поэтому мы обязательно это сделаем. Дай Бог нам всем здоровья. Вам большое спасибо, что вы приехали, сказали так, как оно было. Потому что мы где-то слышали, где-то видели вот эту картинку, а до конца все не знали. Поэтому вот от всех ребят, от афганцев, от чеченцев, кто у нас ребята и в Сирии были, мы уже, к сожалению, ребят с Украины уже хороним. Тоже от них, от всех, кто у нас жив, спасибо вам большое от души. Здесь вот у нас рядом, еще недалеко, Серега Яснов лежит. За черной могилкой, Вот, скажем. ну вот той. маленькая, да. Он вообще сгорел в танке. Подрыв танка и сгорел в танке. Тоже вот поэтому у него тоже сейчас, в общем, никого не осталось. Поэтому мы сейчас в первую очередь, вот у кого никого не осталось, будем восстанавливать. Делать так, чтобы вот пришел человек и видел, что здесь лежит афганец. То есть, ну, как бы логотип, чтобы был конкретный. Это мы будем делать. Вот. Сейчас всех приглашаю в сквер. Дорогие друзья, Союз ветеранов боевых действий Чувашской Республики, Яков Владимир Николаевич. Здесь мы 3 года назад уже проводили мероприятия, связанные вот с Днем памяти вот наших ребят. На целый день мы побывали на всех могилах. Вот. Самый такой торжественный момент у нас был в Валиково, в клубе. Вот. Правда, тогда приехал из всех участников, конкретных участников, только Марат Садыков из Татарстана. Вот, Он не больше- участник, он в Друг- первой роте был. Он Да. эвакуировал потом Эвакуировал. всех ребят, которые там погибли. А так вот перед тем, как проводить вот это мероприятие, я, конечно, общался, Нурсултан, и с тобой я разговаривал, ты меня помнишь, наверное, по голосу? С тобой Помню, связывался Мне с сказал, тобой. что ты к нему позвонила. Ну, с Александром Вячеславовичем мы постоянно на связи. Дружим. Да, постоянно. Я общался со многими, конечно, участниками вот этого боя, трагического боя, так я скажу, трагического боя. Вот. И замполит, который в Брянске живет, то есть, да, вот с ним разговаривал, и с Губиным я разговаривал, и с Липатниковым разговаривал. Вот. Если вот коротко вот своими словами вот эту ситуацию, вот если сказать, я бы вот как сказал, вот генералы, высокие такие политики, когда пишут книги про Афганистан, вот любят назвать эту книгу «Трагедия и доблесть Афгана». Вот генерал Ляховский в том числе, да, Да, много да, таких да, вот под этим названием. Вот это вот ваш бой, вот именно вот можно вот этими словами. Трагедия и доблесть Афгана. Трагедия это потому, что вот наш вот этот батальон, советский ваш батальон, вот оказался в этой ситуации, тяжелейшей, трагической ситуации. Вообще немыслимо представить даже, Ну, все тонкости не будем как, говорить. да, то, да. как они вот в такой ситуации оказались. А доблесть вот этого вот батальона, это вот на самом деле то, что сейчас вы рассказываете, вот даже оказавшись вот в этой ситуации, они дали отпор дали душманским бандам. Вот. Я потом в интернете много раз посмотрел, сами даже вот эти душманы тогда бывшие, как сейчас рассказывают про эту ситуацию. Их тоже там погибло достаточно. 26, Да. 29 где-то вот. Вот. И плюс командир еще погиб. Они 2 дня готовились к этой засаде, установили свои пулеметы, свои дзоты в таких местах, что практически невозможно было вот, противостоять. Но все равно вот эта вот сила духа вот, советского солдата тогда, вот, сила русского духа, вот, все равно они не сдались. Они до конца, помогая друг другу, прикрывая друг друга, сражались. В том числе вот наши чувашские парни, чувашские командиры отделений, сержанты наши, и Прокопьев, и Володя Михайлов, и Гаврилов. Гаврилов Игорь. Вот. Они погибли, защищая своих боевых друзей. Вот то, что вот вы, естественно, свидетель, вот вместе были, вот как вы рассказываете, вот эта память, это должно передаваться и другим, чтобы никто не забыл, вот, что каждый отрезок истории, это вот, естественно, у нас так случилось в нашей истории, советской,
российской истории, все время приходится с оружием в руках отстаивать свободу и независимость нашей Родины, интересы нашей Родины. Воины с оружием в руках приходится защищать наши интересы. То, что сейчас происходит, к сожалению, на Донбассе, на Украине. Вот. Вечная память нашим ребятам, достойно выполнившим, скажем так, интернациональный долг. Вот как в наше время было это, конечно, интернациональный долг. Вот. Каких только национальностей, вот где я служил, у нас не было. Естественно, это у вас также было. Вот. В нашем батальоне более 40 национальностей было, вот, где я служил. У вас тоже, наверное, там не меньше было. У них там Вот. больше было. Несмотря на религии, несмотря на вот разные национальности, они когда объединялись и давали отпор вот, наемникам, вот, душманам. Спасибо вам, Нурсултан. Спасибо за то, что приехали к нам. Чувашской Республики. Александр Вячеславович, вам спасибо огромное Да, спасибо, Александр Вячеславович. за то, что объединяете. Обязательно. Обязательно. Володя. Башком заходим. Я с тобой. Я жду. А ты я говорю, что да нет, конечно, хорошо. Я тут говорю, что Она придумала мне забор, Нурсултан. Давайте выдвигайтесь потихоньку, мы вас сейчас догоним. Все нормально.